В данный момент нет никаких противопоказаний. Тем более, если рубец хороший, если ты чувствуешь себя хорошо, если ты уверена в себе, ты можешь спокойно рожать. Вот так акушер-гинеколог по призванию Мария Шадыжева подбадривает своих пациенток. За чуткость и проницательность ее любят и коллеги, и пациентки. Сейчас для Марии важно, чтобы роды Елены прошли без осложнений. Девушка на 9-м месяце беременности. Через неделю ей предстоит родить 4-го ребенка. Учитывая, что ранее уже провели кесарево сечение, повторные самостоятельные роды могут пройти с осложнениями, говорит врач. Но волноваться незачем, уверена Мария. В случае чего медики будут готовы провести дополнительную операцию. Тем более, что за 47 лет работы опытному врачу пришлось столкнуться с десятком сложных случаев. Диагноз у него внутриутробная гипоксия плода, острая, и его оперировали поэтому. Тахикардия была, очень частое сердцебиение было, и поэтому взяли на операцию. О своем высоком профессионализме и преданности профессии Мария Шадыжева заявила с первых дней работы. Сразу после института она начала трудиться в Кыргызском республиканском родильном доме. Буквально через 4 месяца ее уже назначили заведующей отделением. Шаг за шагом молодой и перспективный врач поднималась вверх по карьерной лестнице. Успела поработать дежурантом, заведующей женской консультацией и отделением патологии беременности и даже главным врачом. У меня в семье есть медицинские работники были. У меня 2 снохи медицинские врачи были, 2 брата врача было. 2 племянника врачи. И поэтому у нас целая династия. И у нас еще есть человек, который в 1935 году окончил Ростовский медицинский институт, это мамин брат был, и работал здесь заместителем министра здравоохранения Чайно-Ингушской ССР. Так что моя судьба была, что называется, предопределена. Сейчас Мария Шадыжева – заместитель главного врача Ингушского республиканского центра охраны материнства и детства. Хлопоты с бумажного волокита она успевает совмещать с оперативными вмешательствами и консультацией рожениц и молодых врачей. Медицина – это такая эмпирическая наука, которая требует очень большого внимания к себе и очень больших знаний. Работать нужно над собой всегда. Если этот человек не делает этого, то это навряд ли будет специалистом. И работать причем так, вы знаете, не только в интернете полистал и прочитал, а надо посмотреть и осмыслить то, что там написано и как там написано. Это хорошо понимают и ее коллеги. Бесценный опыт Марии Шадыжевой перенимают не только молодые специалисты, но и те, кто в этой области трудится уже больше 20 лет. Заведующая родильным отделением Аза Албакова уже не первый год работает с Маретой бок о бок, а потому узнает ее лучше всех и как профессионала своего дела, и как хорошего человека. Все какие-то такие сложные случаи мы всегда бежим и советуемся обязательно с Маретой Салангиреевной. Но она и очень строгий начальник, да. Строгий начальник, потому что мы получаем довольно-таки часто по шапке. За почти полувековой труд и десятки спасенных жизней указом Владимира Путина ей присвоили звание заслуженного врача России. В свой профессиональный праздник она также трудится на благо медицины, самоотверженно и без тени сомнения. Мадина Пугоева, Магомед Дидигов, Новости 24.